Резиденты арктической зоны готовы инвестировать в Коми более 2,5 миллиардов рублей. Об этом стало известно сегодня в Госсовете на рассмотрении программы развития экономики и промышленности. Новые проекты позволят создать порядка 300 рабочих мест на территории Воркуты, Усинска, Инты, Усть-Илимского района республики. 4 из 13 инвестпроектов – это новые промышленные производства. Так, в Воркуте планируется разработка и добыча рассыпного золота на месторождении Есташорское. В Инте – строительство завода по производству карбида кальция, а в Усинске начнут изготавливать стройматериалы из отходов предприятий угольной и нефтегазовой промышленности. Ряд своих проектов реализуют в Коми крупные вертикальные интегрированные компании ПАО «Газпром», «Лукойл», «Коми», «Северсталь». Безусловно, хотим, чтобы все инвестиционные проекты, которые реализовывались с этими компаниями, продолжились, поскольку в этом году действительно из-за сделки ОПЕК+, и той ситуации, которая происходит на рынке углеводородов, произошло существенное снижение прибыли и выручки компаний топливно-энергетического комплекса, особенно нефти, газа, в том числе угля. Цены на уголь тоже мы видим на мировом рынке падают. Ну, исходя из этого, у нас очень сильно пострадал консолидированный бюджет Республики Коми. Сейчас постоянно на 1 ноября уже минус 16 миллиардов мы видим по налогу на прибыль. По количеству субъектов малого и среднего предпринимательства сейчас у нас наблюдается небольшой спад. Ряд бизнесменов перешли в режим самозанятых. Сегодня таких в республике зарегистрировано 4300. Развитию упрощенного режима способствует ряд льгот, принятых депутатами Госсовета Коми на октябрьском заседании. Существенные административные налоговые преференции, например, предоставлены и резидентам арктической зоны. Безусловно, это основной инвестиционный флагман в арктической зоне по поддержке предпринимательства и в том числе крупных инвестиционных проектов через резидентство в арктической зоне. Там действительно серьезные преференции предоставляются и по компенсации страховых взносов 75%, и, соответственно, по налогообложению. Основная задача на ближайшую перспективу – повышение инвестпривлекательности региона. Такое поручение дал Владимир Уйба всем органам исполнительной власти. Особое внимание арктической зоне, взаимодействию с крупными вертикально интегрированными компаниями. Также необходимо привлекать инвестиции через туризм и федеральные субсидии.